Добрый день, спасибо за возможность быть причастным к сегодняшнему семинару, к тренингу. И после, так сказать, введения, которое сделал Владимир, мне только остаются детали, да? Не, ну уже ладно, Анатольевна, вы расскажите подробнее. Коллеги, я хочу сказать прежде всего, да, что экспертиза вообще так сказать, возникает и становится необходимой тогда, когда, так сказать, будущее не воспроизводит прошлое, да? И у нас сложилась такая ситуация в стране, когда эта экспертиза, причем различные ее виды, были уже институционализированы. Да? То есть на самом деле гражданское общество, и вы сами тоже многие часть гражданского общества, многие типы работ уже, наверное, делали давно, да? Вне зависимости от того, есть закон, есть положение или нет, есть формализация, институционализация этого процесса. Мы этим занимаемся. Вот. И то же самое было, вот, как сказал Володя, с рядом экспертиз, в частности, гендерной экспертизой у нас занимались давно. С 96-го года уже были выступления на парламентских слушаниях. Я даже могу сказать, в 96-м году Государственная Дума, тогда председатель комитета, по-моему, по социальной политике Екатерина Лахова, она сейчас тоже является депутатом, по-моему, от Единой России, пригласила вот, меня, моих коллег, на презентацию гендерной экспертизы Трудового кодекса. Вот это такой был большой интересный опыт. Вот. Но россияне вперед пошли, они раньше попытались работать над методологией гендерной экспертизы. Вот. И как действительно Володя сказал, плодами, так сказать, результатами и наработками этого не преминули воспользоваться и другие наши коллеги, да, вот в частности экологи, правозащитники, те, кто работает по вопросам профилактики коррупции и так далее. Вот. На самом деле это даже очень приятно, если вот обратимся к сегодняшнему недалекому опыту. Вы помните, в 2007 году, тогда был еще кодекс о выборах, да, были введены, когда опять-таки под давлением гражданского общества квоты, именно гендерные квоты, да, этим воспользовались молодежные организации, которые сказали, что да, должно быть не меньше в составе политических партий, да, тоже возрастных групп, да, молодежных групп, там не менее 15%, и этнические группы, да, то есть потом, так сказать, еще и лица с ограниченными возможностями. То есть вот благодаря тому, той, так сказать, силе, энергии, которая была именно у таких организаций, женских организаций, теми, которые занимаются вопросами гендерного равенства, так сказать, вот прыгнули все остальные. И это здорово, потому что мы, так сказать, как науки должны вставать на плечи друг друга, должны усиливать, укреплять друг друга, да, и показывать, что какие есть возможности, пути и способы. И я, как уже сказала, что есть определенные принципиальные ограничения экспертизы, соответственно, и ее, так сказать, методологии. То есть это некое такое творческое конструирование сценариев, да? Сценариев, прогнозов. И это, ну, наверное, какая-то деятельность, которая, ну, как сказать, по производству предсказаний, что ли, да? Кассандра. Да, по сути. И это хорошо, что у нас есть к этому не обязательно какая-то такая специальная бумажка, да? Хотя сейчас Минюст требует, принято новое положение. Минюст говорит, что вы, как эксперты, должны, так сказать, какую-то аккредитацию проходить. То есть раньше мы могли, так сказать, на себя ярлык повесить, сказать, вот я эксперт в силу какого-то опыта, да, в силу того, что определенная какая-то должность, компетенция этому, так сказать, способствовала. Вот сейчас нужна определенная аккредитация. Вот. Ну и, собственно, если говорить и об истории и стандартах, экспертизы законодательства, я начну с того, что у нас есть рамочные, так сказать, документы, и Кыргызстан, став членом ООН в 1992 году, соответственно, принял на себя те нормы и те принципы международного права, на которых базируется национальное законодательство, ну, практически всех государств. Да? Ну, это вот не полные, так сказать, просто я привела из разных областей, скажем, Конвенция ООН о политических правах, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенция ООН против коррупции, рамочная конвенция ООН по изменению климата и так далее. То есть это все
так сказать, такие своего рода основания, международные основания. Это все ратифицированные Кыргызстаном, да, договоры и конвенции, которые заставляют и наше законодательство, так сказать, имплементировать существующие вот эти нормы. Вот среди таких важных я хочу назвать, есть, конечно, и политические определенные обязательства, но есть ключевые юридические. Почему они ключевые? Потому что Кыргызстан еще и отчитывается по ним. Есть определенная периодичность, не только Кыргызстан, да? Все страны отчитываются перед договорными органами ООН, вот, и раз там 4 года, и, соответственно, тот или иной комитет ООН, скажем, комитет по правам ребенка или там комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, он дает стране рекомендации, да, вот по результатам отчета, вот какие страна должна предпринять политические, экономические, организационные, законодательные шаги, чтобы соответствовать этим принципам и стандартам. Ну, кстати, в 2015 году, 2015 год таким ознаменован таким потоком событий, когда Кыргызстан отчитывался по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, по Международному пакту об экономических, социальных, культурных правах, по Конвенции о правах ребенка. Еще есть такой механизм, как универсальный периодический обзор. Вот. Таким образом, мы можем смотреть уже по рекомендациям органов ООН, насколько у нас есть разрывы, да, между тем, что мы на национальном уровне делаем, и между тем, вот какой, так сказать, у нас еще, ну, так сказать, своего рода достиженческий идеал, да, в виде международных норм и принципов есть. Вот. Зачастую Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных, культурных правах, ну и плюс еще Всеобщую декларацию о правах человека, которая была принята в 1948 году, называют Билем о правах человека. Это такие важные, фундаментальные документы. Вот нужно сказать, вот на примере Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, там прям есть в тексте такие положения, вот они желтым выделены, которые говорят об имплементации вот этих международных норм и обязательств в национальное законодательство. Вот, пожалуйста, о необходимости включения равноправия, принципа равноправия мужчин и женщин в национальной конституции. Кстати, в Конституции вот в редакции 2007 года и в новой редакции 2010 года этот принцип воспринят. У нас этот принцип как конституционный, равноправие мужчин и женщин. Пожалуйста, да, вот в статье 2, принимать законодательные и другие меры, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин. Принимать законодательные меры для изменения законов, постановления, обычаев, которые представляют собой дискриминацию. И отменить положение уголовного законодательства, которое представляет собой дискриминацию. Вот таким образом, сами международные договоры и конвенции говорят о том, что нужно совершенствовать национальное законодательство. Вот тот опыт, о котором я говорила, на примере гендерной экспертизы, да, вот буквально меньше чем за десятилетие силами не только неправительственных организаций, но ученые вузов, очень много академического сектора привлекались к этой работе, была сделана экспертиза 10 законов. Это было предметом, значит, обсуждения на парламентских слушаниях. Вот в результате были разработаны 84 предложения по внесению изменений в различные отраслевое законодательство. Это и семейный кодекс, и уголовный кодекс, и трудовой кодекс, закон о средствах массовой информации, об основах государственной службы. Он тогда так назывался, сейчас по-другому. Об охране здоровья народов Кыргызской Республики, гражданский кодекс, об основных гарантиях избирательных прав граждан и выборах в Кыргызской Республике. Вот уже по диапазону представленному вы видите, что это самый разнообразный перечень. Да? То есть есть некое тоже представление, что если, скажем, речь идет о гендерной экспертизе, то, наверное, речь должна и в названии, и в контенте самого закона идти именно о женщинах. Да? Вот. Но мы по названию уже, да, видим, что это самые разнообразные сферы. Это сфера и трудового законодательства, да? Это и социально-культурные права, вот закон о СМИ, это и уголовные, и семейные права, да? Это и политические права, да? Вот, в частности, избирательные. Вот. Таким образом, по сути, это экспертиза, значит, то есть как инструмент, да,
вот, она может делаться, значит, для любого нормативного правового акта. То есть предмет может быть самый разный. И вот что касается, так сказать, нормативных оснований, если посмотреть опять-таки на историю, то вот, вы видите, у нас даже был принят закон об экологической экспертизе, он еще был принят в 1999 году, но как таковой не выполнялся, да, то есть, ну, это, так сказать, наша кыргызстанская традиция, да, мы принимаем законы, а, так сказать, вот уже сама реализация очень затруднена, да, то есть на уровне риторики мы уже освоили это, мы можем, так сказать, что вот мы готовы, да, улучшать свои законы и так далее. Но как это делать, это еще не было, так сказать, предметом обсуждений. В 2003 году, вот, как я уже сказала, закон об экологической экспертизе, в 2003 году был принят у нас первый, так сказать, на постсоветском пространстве закон о гендерном равенстве, о госгарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин. В 2008 году была принята его новая редакция. И вот как в этих обеих законах как раз говорилось о том, что нужно проводить вот экологическую экспертизу и нужно проводить гендерную экспертизу. Позже, вот уже в 2006 году, был принят указ гендерной политики, где также говорилось, что субъекты-разработчики нормативных правовых актов должны и смотреть, насколько этот нормативный правовой акт повлияет на, так сказать, жизнь мужчин и женщин. Да? То есть, так сказать, с точки зрения гендера нужно посмотреть, с точки зрения равных возможностей для мужчин и женщин. И уже на уровне, так сказать, правительства было принято положение о порядке проведения гендерной экспертизы. Но вот эти, опять-таки, принятые указы и постановления, они еще, так сказать, не дали вот этот импульс, то есть, да, опять-таки нам говорят, что нужно это делать, но как это делать, да, вот, и в конце концов, что, какие выгоды мы от этого поимеем, вот еще, так сказать, не очень было понятно. И уже, как вот Володя сказал, у нас и это, и опять-таки не только НПО, и академические структуры развернулись дискуссии о том, что вот надо все-таки институционализировать. Ну, понятно, госорганы можно ругать как угодно, да, можно долго играть в противостояние и так далее, но надо помочь, да, вот, не от того, что, так сказать, плохие, а от того, что не знают, не умеют и не обладают этими навыками экспертизы. И вот я должна сказать, где-то, наверное, с 2002 года, в 2002 году, по-моему, если не раньше, было такое пособие по проведению гендерной экспертизы. Оно сделано было двумя экспертами, тогда это вот Лейла Садыкова, Алтынай Карасаева. Вот, они попытались, так сказать, как пособие его изложить, то есть пошагово, попытка некой такой, как инструкцию, да, что, с чего надо начинать. Вот. Позже, так сказать, оно уже было заимствовано для стандартов экспертизы. И вот на базе вот этого пособия мы проводили тренинги по обучению государственных служащих. Это не только Министерство юстиции, это практически все юридические службы всех государственных органов. ПРООН поддержала это, и более, наверное, более 200, до 300 государственных служащих были обучены, да, каким-то вот таким базовым навыкам гендерной экспертизы. Вот. Но, тем не менее, поскольку сам пока законодатель не требовал этого, да, то есть не было такого императива, что экспертиза должна проводиться обязательно, да, вот, в законе не было такого императива, то мы, так сказать, подумали, что надо пока подготовительные шаги сделать. И вот тогда, опять-таки, поддержал эту деятельность ПРООН. Ну, как Володя сказал, мне тогда, так сказать, это было и моим мандатом, я работала на госслужбе. Я подумала о том, что надо, наверное, в первую очередь подумать о том, чтобы институционализировать ее, да? Вот, и сделать некие такие шаги или руководство по проведению экспертизы. Вот. И к нам потянулись специалисты, как я уже сказала, экологи, антикоррупционщики и так далее. То есть, если бы были еще другие, так сказать, интересы, да,
кто бы пролоббировал или вошел в нашу группу. Может быть, были другие виды специализированных экспертиз, но на тот момент, так сказать, пока вот эти 5. И вот в 2008 году парламент уже утвердил стандарты по проведению отдельных видов специализированных экспертиз. То есть уже и парламент, законодательный орган, взял на себя, так сказать, эту работу, эту ответственность по проведению экспертизы. Я должна сказать, что сегодня в парламенте есть специализированное, даже наряду с юридическим управлением, есть управление по проведению специализированных видов экспертиз. Вот. Но, опять-таки, если мы сделаем такой, просто даже скрининг, да, законов, которые прошли гендерную экспертизу, их, наверное, очень мало. Опять-таки, это остается на плечах гражданского общества или тех групп интересов, которые занимаются теми или иными вопросами, скажем, вопросами занятости, или экономических прав, или политических прав. Вот. Это связано опять-таки с тем, что пусть даже и будет экспертное заключение, положительное или отрицательное, да, по тому или иному закону, все равно комитет рассматривает, да, закон, и все равно парламент может вынести на рассмотрение данный закон. Но это связано и с регламентом, да, Джорку Кенеша. У нас есть закон о регламенте Джорку Кенеша. Но опять-таки, если даже само заключение комитета, да, будет отрицательным или положительным, все равно, вне зависимости от этого, все решает в целом парламент, сессия. Да? Вот. И на сегодня даже без заключения экологической, гендерной или правозащитной экспертизы законы рассматриваются и принимаются. И это, конечно, печально, потому что пока вот этот формат обязательности, он вот, ну, никак не может заработать. И, к сожалению, сам подход тоже к проведению экспертизы, он достаточно такой, немножко легкомысленный, да? Вот просто разработчики пишут, вернее, эксперты пишут, парламента, например, что никаких там негативных последствий для экологии или, скажем, там, для прав и свобод человека не последует, и все. А на чем это заключение базировано, да? Какие к этому есть основания, аргументы, зачастую это не становится частью пакета, да, законопроекта. Вот. И в этой связи очень интересные предложения, которые звучали от парламентариев, о том, что каждый закон должен иметь, вот как в банках, да, кредитная история есть, да? Вот если ты претендуешь на получение кредита, у тебя есть пакет, и так сказать, вся твоя история заемов, да? Как ты возвращал, вовремя, не вовремя, на что ты брал, да, и так далее. Вот. И закон тоже должен иметь такую историю, да? То есть, во-первых, почему он принимался, да, на каких основаниях, проходил ли он экспертизы или нет, результаты этих экспертиз, да, принят он или нет, вот, как за него голосовали и так далее. Вот, это тоже, я думаю, очень интересное такое предложение. И вот опять-таки апеллирую к постановлению парламента, в котором вот говорится, да, что субъекты законодательной инициативы должны строго выполнять требования стандартов экспертизы. В число экспертиз включены 5 видов. Это правовая, правозащитная, антикоррупционная, гендерная и экологическая. В 2009 году принят закон о нормативных правовых актах, где говорится о том, что законы должны проходить различные экспертизы, правовую, иную научную экспертизу. И в частности, вот вы видите, даже названы, так сказать, предмет, да, этих законов, то есть нормативные правовые акты по вопросам обеспечения прав, конституционных свобод, государственного бюджета, налоговой системы, борьбы с правонарушениями, проходят правовую, правозащитную, гендерную, там, антикоррупционную, экологическую экспертизу. Да? Казалось бы, кажется, ну что там, как бюджет может повлиять? Да? Ну,
это очень серьезный документ, да, финансовый, который на самом деле, да, может повлиять, так сказать, на жизнь отдельных групп интересов, мужчин и женщин, которые имеют разные социально-экономические позиции. Он может повлиять на расширение или сужение прав и свобод человека, он может повлиять на экологию, да? Вот. И с этой точки зрения, вот, я должна сказать, что действительно сейчас экологическая и гендерная экспертиза государственного национального бюджета уже года 3, наверное, да, Володя, года 3. Ну, мы точно года 3, вот я на парламентских слушаниях, вот 2 ключевые экспертизы, ну, ключевые, потому что, так сказать, мы их это, да. Да, мы их любим, мы их продвигаем. Вот, они обязательно звучат. Вот, и вот на последних парламентских слушаниях прошлого года, да, еще Лаврова была, да, вот, она тоже, так сказать, вот, в своем выступлении использовала эти понятия экспертизы, вот, говорила, что они тоже с этой точки зрения смотрели на бюджет. Вот. Если будет время или возможность, я вам по экспертизе бюджетов отдельно могу рассказать. Вот. Кстати, если что-то, я просто бумагу не стала тратить, и все я вам могу скинуть, все, что нужно. Хорошо, в электронном варианте, если будет. Обязательно нужно. Да, Запрос есть. Да, он на рабочем столе есть. Вот. Таким образом, как вы видите, все 5 этих видов экспертиз, так сказать, могут по этим законам, да, проводиться. Как так? Потому что закон, строго говоря, это вообще причина любых социальных изменений, да, и трансформаций. Закон должен обеспечивать как развитие, так и эффективное государственное управление. Да? Вот, то есть закон – это такой акт, который должен вызывать изменения не только в управленческой сфере, да, для тех субъектов, кто управляет нами, да, но и нас, так сказать, управляемых. Да? И наша жизнь людей тоже меняется и должна меняться. И уже общепринято, да, что законодатель свои серьезные намерения выражает именно вот в форме официальных правил закона. Если каких-то изменений нет вот в нашей жизни, значит, есть проблемы в системе законодательства. Ну, зачастую говорят, мертвый закон, да, или там неработающий закон и так далее. То есть мы на себе не ощущаем никаким образом, да, в своей жизни, что есть тот или иной закон. Это связано с тем, что мы имеем в системе законодательства. Это зачастую противоречивые законы, которые выражают частные договоренности. Вот, Володя говорил о нулевом представительстве в парламенте. Но вот я сама была свидетелем этих вот прям договоренностей, которые на глазах происходили. Да? Главным образом в составе парламента были очень сильные игроки, бизнес-игроки, да? Которые лоббировали собственные интересы. Если мы посмотрим, так сказать, на перечень законов, которые принимались, это законы, которые касались бизнес-среды, да, инвестиционной среды, определенных сфер, где бы они могли себе пролоббировать определенные преференции, да, или какие-то еще, так сказать, допущения. Зачастую противоречия внутри самих законов. Ну, я часто привожу в этом смысле такой смешной пример, когда на заре еще суверенитета нашего мы принимали Уголовный кодекс. И интересно, что сейчас оригиналом закона является закон на крымском языке, да? То есть оригинал, вот, а уже как бы перевод на русский. И интересно, что в кыргызском была одна версия, а в русском другая. И на самом деле был такой случай. Судили одного человека, вот, и молодец такой адвокат был очень сильный, да? Он посмотрел, так сказать, и на кыргызском, и на русском. И тут вдруг вот идет процесс, да, и когда вот подсудимому предоставили, он говорит, слушайте, я вообще хочу, тут процесс, говорит, почему-то шел это на русском языке, я хочу, говорит, на кыргызском. А это ж поначалу надо было заявить об этом. Ну, не важно, заявил, тогда по новой. А потом уже все поняли, потому что там на кыргызском языке за одно и то же преступление, да, то есть в варианте, там санкция меньше, да, то есть перевод был вот такой дурацкий.
Вот. То есть как бы противоречие. А на самом деле это один и тот же закон, да, Уголовный кодекс, например. Вот. Или как бы третья системная проблема, это не связанная с законом с другими средствами политики. То есть если мы говорим, да, что мы развиваем предпринимательство, наша инвестиционная среда благоприятная, да, вот, или принимаем, например, опять-таки, вот на примере налогового кодекса. В принципе, как бы на политическом, риторическом уровне говорят, что вот мы развиваем бизнес, и особенно вот мы знаем, что да, женщинам тяжело, женский бизнес, да, вот поддержки предпринимательства, хотя никаких специальных мер нету, но об этом говорится, да. Вот, когда в 2009 году была принята новая редакция налогового кодекса, вот, ну там была норма изменена об увеличении, по-моему, патентов, да, добровольных патентов в том числе, да, вот, и после этого было принято постановление на базе, значит, налогового кодекса. Этим постановлением, вот, как я уже сказала, изменены суммы патентов по разным видам деятельности. Но когда разложили, то есть есть виды деятельности, которые маркируются как женские, а некоторые как мужские, ну, с принятия закона. Не потому что, так сказать, у нас есть некие такие собственные какие-то резоны, да, к принятию этого закона, для того, чтобы собственный бизнес поддержать, да, а это действительно должно быть в интересах страны, да, в интересах нации, в интересах прав и свобод граждан. Когда наша, кстати, вот эта последняя 2010 года Конституция разрабатывалась, да, то отцы Конституции, так сказать, и все экспертное совещание, тогда конституционное совещание говорили, что как бы идеологема будет следующая. Вот права и человека в центре, да, а все остальное, так сказать, вся архитектура государственного управления, она выстраивается вокруг человека. И это на самом деле правильно, во всех демократических странах так делается. Вот. Прогноз воздействия закона, да, вот мы говорили, это некий набор предсказаний, да, вот. И, конечно, последствия применения закона не только для самих государственных органов, да, для государства, но и для нас, для субъектов, для граждан нашей страны. Когда мы говорим о неэффективности закона, подразумевается, что у нас нет, значит, достаточных оснований об обстоятельствах, да, вообще, зачем он принимался. Но есть какие-то правовые основания, например, мы приводим в соответствие там, один закон с другим, да, например, у нас закон о залоге противоречит Гражданскому кодексу, да, и интересно, когда у нас были раньше арбитражные суды, да, сейчас нету, знаете, да, арбитражных судов, у нас единая судебная система. Тут интересно, что суды общей юрисдикции, они руководствуются Гражданским кодексом, а арбитражные суды законом о залоге. А там разный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, да, тоже интересно очень. Вот. И общественные обстоятельства – это те обстоятельства, так сказать, ситуация жизненная, да, которую необходимо, так сказать, изменить. Ну, скажем, очень бурное сейчас обсуждение в последнее время есть, ну, в обществе на предмет, там, скажем, семейного насилия, да, насилия в отношении детей, да, вот, там, педофилии и так далее, и так далее. Вот. Второе, значит, то, что должно быть проанализированы данные о причинах проблемного поведения. Это очень важно, потому как причина и следствие зачастую они вот, так сказать, связи неправильно, да, выстраиваются. Или нужно их, ну, увидеть, усмотреть. Скажем, вот, опять-таки, семейное домашнее насилие, да? В разных исследованиях разные, ну, есть гипотезы, да, которые подтверждаются или опровергаются. Ну, скажем, мы говорим, что безработица, вот коллапс случился, и, так сказать, мужчины оказались дома, лежат на диванах, пьянствуют, наркомания, плохо им, да, вот они колодятся в душу. Скажем, вот организация, я не знаю, как ассоциация урологов, или как-то, в общем, называется, да, тоже. Вот они проводили исследования по Кыргызстану. У нас же традиционно, то есть, если инфраструктур медицинских нет, то понятно, что мужчины и не ходят, да? То есть, скажем, ответственность за планирование семьи лежит на женщине.
Почему и нет? Посмотрите по всей стране у нас, да, сколько много инфраструктур, куда можно женщине обратиться. А мужчины нету, инфраструктур нет. И есть такое стойкое убеждение, что они отродясь всегда здоровы. И они не могут болеть, и вообще, если заболеют, то они быстро как-то восстанавливаются. Вот такая у них способность есть отродясь, да? Вот такое стойкое убеждение. Вот. И как раз вот эта ассоциация урологов, они исследовали проблемы репродуктивного здоровья, да, мужчин и женщин. И вот они сказали, что очень частые случаи, когда в случае бесплодия, да, вот, у женщин или, ну, в общем, причины разные. И вот они как раз сказали, что там урологические заболевания, да, вот, и они часто являются причиной того, что вот у мужчин наступает бесплодие, это где-то до 70%, да. Ну, понятно, что вот это, так сказать, тоже, так сказать, пробелы в репродуктивном здоровье, они тоже могут стать причиной такого поведения, да, в семье тоже. Вот, когда конфликты возникают, это может стать причиной там, семейного насилия и так далее. То есть вот это все нужно изучать. И вот, как я уже сказала, так сказать, логическая цепочка между причинами, которые есть, и решениями, которые предлагает законодатель для выхода из сложившейся ситуации. То есть то ли будут будут создаваться какие-то инфраструктуры, да, вот, или что-то еще. Ну вот, например, хочу сказать, опять-таки, мы об этом здоровье заговорили. Пример экспертизы гендерной. Есть у нас закон о воинской службе. Воинская альтернативная, что такое служба. Да? Казалось бы, да, закон, который имеет отношение как бы только к дяденькам, да? К мальчикам, там, к мужчинам. Вот. Ну, там, маскулинность, да, что тут? Если гендерная экспертиза как бы, считается тоже, что это только с точки зрения выгод для женщин. Ничего подобного. Есть там такая норма о том, что мальчики, юноши призывного возраста, это по достижении 17 лет, обязательно проходят медкомиссию. Да? Вот они приходят в призывной пункт и проходят медкомиссию. И интересно, вот мы смотрим закон, и там состав комиссии даже указан. Там все специалисты, кроме специальных. Да? То есть терапевты, все кто угодно. Вы говорите, простите, у нас кто приходит? Мужчины, да? Мальчики, юноши приходят. А где у нас специальные как бы врачи, да? Хотя бы там, ладно, андрологов у нас медакадемия не выпускает, хотя об этом нужно подумать, да, почему? Урологи хотя бы, да, урологи, специалисты, андрологи, почему они в комиссии не сидят? Если у вас, так сказать, не просто бесполый субъект, да, у вас конкретно приходит мальчик, да, вот. И у нас, кстати, были ситуации, я вот даже у нас коллеги знают, но она говорила об этом в публичном пространстве, поэтому повторю, она Радауталиева, вот, она как раз говорила, вот, почему вы эти поправки все не продвинули, по-моему, даже продвинули, там в законе были внесены изменения. Я сама столкнулась с тем, что мой ребенок пришел на призывной участок, у него не увидели, да, варикоцеле, это очень распространено, кстати. И говорит, в итоге вот мы уже на последней стадии пришлось нам оперироваться. Вот она пыталась там, по-моему, даже судиться с Минобороны, они говорят, нет, это Минздравовская комиссия, мы их просто как бы, ну, командируем к нам, потом она к Минздраву, что я, честно говоря, не знаю, чем закончилось, но она как-то была очень так настроена воинственно, что вот надо это все, так сказать, продвигать. Вот как я уже сказала, то есть мы каким-то образом уже овладели навыками, да, формы закона, какую-то логику, но в основе любого закона должны лежать, так сказать, факты, да, реальные обстоятельства жизни, да, которые мы имеем в виду при рассмотрении закона, при его проектировании, и что мы хотим изменить, да. Кроме того, объективно, да, у нас уже новое понимание прав человека. Мы говорим, что наши законы должны не противоречить друг другу. Вот такой важный признак, как системность, да, достоверность закона, аффирмативность, то есть процедуры должны быть. Не просто закон декларировать, а все равно процедуры, как его реализовать, они должны быть в законе. Учитывать важно очень те социальные факторы, которые есть в обществе. И, соответственно, какие-то методы регулирования должны быть адекватные. То есть либо мы запрещаем, либо мы дозволяем. Да? То есть либо императив такой, либо мы диспозитивно, мы говорим, сами, пожалуйста, определяйте круг своих прав и обязанностей. Вот. Таким образом, государственная политика реализуется через конкретные нормы, через закон, и, соответственно, что ожидает государство, да, власть, что ожидаем мы? Мы ожидаем какие-то
последствия, какие-то социальные перемены. И вот, так сказать, ну, очень схематично вы видите, ну, президент правительства сейчас, вернее, президент сейчас уже как бы законодательной инициативой не обладает в соответствии с Конституцией, но тем не менее, законодательные институты, да, вырабатывают нормы, которые направлены вот на людей, на субъектов права, и мужчины и женщины, да, и на правоприменяющие институты. Это суды, госорганы, органы управления и так далее. Да? Вот. Соответственно, эти правоприменяющие институты могут применять санкции, да, если законы не выполняются вот, к мужчинам, женщинам, субъектам права. Да? Вот, в свою очередь, обратная связь есть между вот, нами, да, на кого воздействуют нормы, то есть граждане, на правоприменяющие институты. Вот как раз через экспертизу мы это можем делать, да? Вот. То есть должна быть обратная связь. Причем эта обратная связь существует, вот, пожалуйста, на уровне законодательных правоприменяющих институтов, на уровне законодательных институтов и субъектов права. То есть экспертиза может быть не только, когда закон разрабатывается, да, когда он проектируется, но когда он уже действует. То есть мы видим, любой закон можно оценить по происшествии некоторого времени, да, когда мы действительно видим его действительно какие-то пробелы, его достоинства, недостатки. И вот тогда, вы знаете же, часто организации гражданского общества мониторят законы, да, и вот на основании результатов этого мониторинга должен быть какой-то пакет предложений, да, по внесению изменений, дополнений в этот закон или другие смежные законы. Вот. Таким образом, вот эта обратная связь вот с помощью как раз экспертизы обеспечивается. Я вот выше говорила, кстати, по имплементации, да, законодательства национального. Я должна сказать, что у нас Конституция говорит о том, что все ратифицированные Кыргызской республикой международные договоры являются частью правовой системы. Что это означает? Мы даже можем не имплементировать, но это так сложилось традиционно, мы пока в своей национальной норме не увидим, да, мы не будем ничего делать, особенно вот государственные органы. Но вот эта конституционная норма означает, что она есть, вот в международном договоре или конвенции, которую Кыргызстан ратифицировал, есть норма, все, она уже для нас работает, автоматически работает. Даже суды должны и могут применять. До недавнего времени, например, вот, ну, я, поскольку, так сказать, гендерный эксперт больше, мы говорим, вот почему Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации, да, да и Конституция у нас даже ни в одном решении суда не упоминается, да, хотя Конституция имеет прямое действие. Вот на семинарах, допустим, судьям говорят, почему вы не применяете? Ну, понятно, это еще советского времени, да, традиция осталась, ну, что Конституция просто некий общественный договор, все, это не закон для правоприменителей. Не применяем. Хорошо, а почему Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации? Вот там четко говорится, да, там скажем, о косвенной дискриминации, о прямой дискриминации, там, о сексуальных домогательствах. Почему в решениях суда не применяете? Хотя, например, заявитель может. Многие правозащитные организации уже могут апеллировать, я знаю, апеллируют к международным актам. Вот. Судьи говорят, нет, а как мы будем в решении суда, как мы будем писать? Например, Гражданский процессуальный кодекс говорит, что в своем решении, вот в резолютивной части в решении, судья должен указать нормативный правовой акт, на который он ссылается. Да? А если мы возьмем закон о нормативных правовых актах, то там международный договор или конвенция, они не указаны. Да? Закон о нормативных правовых актах говорит, у нас вот по иерархии есть Конституция, кодексы, законы и так далее. А к чему мы тогда будем апеллировать, спрашивают судьи. Вот тогда им говорят, а вы тогда апеллируете к закону, который ратифицирован настоящий акт. И тогда это будет правильно. То есть парламент законом, там, допустим, от такого-то, от номер 75, ратифицировал конвенцию ЮНЕСКО о запрете дискриминации в области образования. Все, это и есть акт, нормативный правовой акт, на который суд может сослаться. Я не знаю, я еще не видела таких решений судов, но... Ой, как же его фамилия, господи, в Иссыкульской области правозащитник известный. Алмаз. Как? Иссыкулье, как же он?
там двое, или Камиль вредит. Камиль. Камиль. Да, вот как раз Камиль как-то на семинаре он обиделся. Говорит, а почему вы так говорите, что нет таких решений? Вот у нас в Иркутской области есть такие решения. Я говорю, ну хорошо, я рада. Я теперь буду вот, привожу пример, говорю, что, ну я лично сама таких не видела. Он говорит, ну мы вот уже... Они, у нас же ссылается все вот Конституция, допустим, мирное собрание, да, и вот мы выходим, она забирает милицию. Она оперируется на какие-то вот под инструкции даже. Ну это вообще, это уже Да, гиблое дело. Это инструкции все... даже не написаны. Мы говорим, Конституция, вот отбирать имеет свободу. Все, а там как дальше, мы ничего не знаем. Нет? Нужно тогда просто процессы запускать по отмене. Я уже даже не говорю о подзаконных актах, они вообще никакой силы не имеют автоматически. И законы сейчас принимает другой президент, да? А на нарушение там норм Конституции, да. И вот сейчас Конституционная палата, Ну, и сейчас очень полный видим. правовой. Таким образом, да, мы видим, что вот этот цикл, когда политика через законы, да, реализуется, то есть экспертиза, она, так сказать, делает закон эффективным. В свою очередь, эффективный закон, он изменяет и воздействует на политику. Вот. Таким образом, экспертиза – это анализ и оценка проектов законов, которые регламентируют отношения во всех сферах жизнедеятельности человека на соответствие определенным стандартам. То есть стандарты защиты прав человека, как я уже сказала, у нас 5 видов, да, экспертиз, правозащитная. Гендерного равенства – это вторая гендерная экспертиза. Недопущение коррупции – третья антикоррупционная экспертиза. Юридической техники – это правовая экспертиза. И экологической безопасности. Да? Вот. Если мы говорим о защите прав человека, то да, у нас, как я уже сказала, есть Биль о правах человека, есть Конституция, где четко права и свободы все изложены. Да? И ни один закон не может сужать вот это пространство прав и свобод. Поэтому в ходе экспертизы мы это можем обнаружить. Да? Где наши права и свободы человека сужаются в том или ином законе. Гендерного равенства, то есть мы говорим о равенстве возможностей, потому что права хорошо, да, изложены, но мы должны понимать, что возможности разные, да? У нас разные финансовые возможности, у нас разные там, так сказать, физические параметры и так далее, и так далее. Но все эти, так сказать, обстоятельства не должны нас тормозить в жизни, а зачастую они, с точки зрения равенства полов, равенства мужчин и женщин, они нас тормозят, да? Вот. И, скажем, там, репродуктивный труд, домашний труд не учитывается, да, и так далее. Недопущение коррупции. В законах часто есть так называемые, есть такое понятие дискретные полномочия, да? То есть они неявные, они нечеткие. И зачастую законодатель дает такую возможность госорганам. То есть, да, вы можете сделать или там не сделать, да? Но так не должно быть. У госоргана должен быть очень четкий и внятный мандат. И мы не можем по умолчанию. По умолчанию мы можем о правах и свободах рассуждать, да? То есть, да, пусть даже это в каком-то законе не зафиксировано, но есть права и свободы, есть принципы общие. А если та или иная функция, то или иное полномочие не зафиксировано в законе, оно не может никак быть. По умолчанию, да, там этого государства. Никак. Это и есть дискретные, то есть как бы приписываемые, да, может быть полномочия или скрытые. Вы можете сделать так или по-другому. Вот они и дают возможность, как бы открывают простор коррупционным возможностям. Но юридическая техника это такое чисто уже с точки зрения юридических подходов, да, то есть должна быть определенная, ну в законе о нормативных правовых актах это описано, да, что должна быть там изложена в определенном разделе, но статья, норма, там, подразделы и так далее, да. Это больше такое с точки зрения техники юридическое изложение. И экологическая безопасность, то есть какое воздействие, да, эта норма окажет на окружающую среду, да, вот, на устойчивость системы, да, экологической, причем не только сегодняшнего, да, но и, так сказать, завтрашнего дня, да, вот, в интересах там, будущих поколений.
И правовой основой проведения экспертизы, как я уже сказала, является и Конституция Кыргызской Республики, и законы Кыргызской Республики, вот они перечислены. Это я цитирую постановление Тюрку Кенеша, которым приняты стандарты экспертизы. Законы здесь поименованы, а также иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики. Вот. Если мы, так сказать, проводим экологическую экспертизу, пожалуйста, здесь закон об экологической экспертизе, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, да? Вот. Гендерную экспертизу мы руководствуемся законом о госгарантиях равных прав и возможностей, вот, обеспечение гендерного равенства, там, о международных договорах, если мы правозащитные проводим, и так далее. Речь идет о каких? Иные нормативные правовые акты. Ну, у нас стратегии, да, и программы принимаются в виде НПА, да, в виде указов или постановлений. Вот. На них тоже нужно смотреть, поскольку ими тоже берутся определенные обязательства. Ну, скажем, стратегия образования, да, у нас принята до 2020 года. И там стратегия по достижению гендерного равенства, да, там тоже до 2020 года. Вот. То есть нужно об этом тоже смотреть. То есть эти документы, как рамочные тоже стратегии, мы должны учитывать. Это же норма 5 экспертиз. В регламенте, конечно, да, который они приняли. Это она есть, они что не принимают. А в смысле поименованы? Да, вот 5 этих они же приняли. Они поименованы в постановлении парламента. Ну вот, постановление парламента. Но если, там получается обязательно 5 или только могут один взять? Нет, обязательно. Обязательно все 5. Я, кстати, должна сказать, да, что вообще, если на практику смотреть, да, то парламент более или менее еще так, я не знаю, с чем это связано, но опять-таки таким традиционным эконометрическим подходом. АРВ более-менее делают, да? Анализ АРВ тоже нет. Нет, а БРВ отдельно же есть у нас закон. Но дело в том, что вот во многих странах, вот если на название анализ регулятивного воздействия, мы же смотрим с точки зрения, да, воздействия и на экологию, и на человека, да, скажем, в таких же, мы, кстати, не есть в чистом виде парламентская, да, мы президентско-парламентская или парламентско-президентская. В таких странах, как Монголия, да, вот где парламент ключевой, или там Молдова, такие близкие нам соседи, они тоже делают анализ регулятивного воздействия. И вот они говорят, у нас вот все вот эти аспекты, которые вы говорите, гендер, экология, правозащита, она туда входит. То есть это тоже такой интересный и правильный подход. То есть она АРВ, так называемая, у нас это только с точки зрения экономического воздействия, да? Надо было вот сюда, это постановление, конечно, АРВ включить, потому что... Ну это в 2008 году делалось, это же уже сколько прошло. И это, многие сейчас законы проходят без вот этих экспертиз. И, допустим, 30 законов по вступлению в Таможенный союз. Да, там вообще... Сейчас можно в суд подать. Это абсолютно. Конституционный палат по нелегитимности. Ну, вы же знаете, что даже если, пусть даже отрицательное заключение комитета, все равно на сессию, на пленарку выносят. И все равно они голосуют. То есть, по сути, даже заключение комитета, да, самого, ну, с соответственными приложениями, да, заключения, оно как бы рекомендательный, что ли, характер носит. Хотя комитет ЖК – это конституционный орган, да, он же в Конституции указан. Это тоже очень странная ситуация. То есть, а зачем тогда все это делается, да? Или вот в министерстве принимается стратегия, и, допустим, обязательно вот, экспертиза этих стратегий или документов, или даже каких-то внутренних постановлений, да, они обязательно, то есть, должны вот, проходить экспертизу. Это уже Минюст должен делать. То есть, во-первых, Минюст регистрировать все должен, да, акты, которые госорганы издают, и посмотреть вот на предмет этого соответствия. Минюст, она только смотрит как законодательную основу. Вернее, есть тоже положение Минюста об экспертизе подзаконных актов. И была такая работа, по-моему, фонд Сороса поддерживал, долгая работа. И, к сожалению, тоже этим не руководствуются. Стратегия никуда относится к этим документам.
Ну, смотря кем, это подзаконный акт, это постановление правительства или указом принято. Ну, 2020, вот стратегия. Да. Там есть много... На них тоже распространяется экспертиза. Минюст положение разработано. Ну, вот смотрите, вот эта стратегия, она не просто обсуждение делает, но и то, которые мы критиковали, ну, как бы вот эту стратегию, там нет четких параметров, и для того, чтобы выполнять, там различные слова, вода написана. И вот, и мы не могли как бы... Ну, понимаете, есть все равно возможность, просто нужно знать входы и выходы, да, есть определенные административные всякие процедуры. Например, я вот на примере сейчас, с которым сама столкнулась. Вы знаете НСУР, да? Вот, принят. Значит, там те, кто занимается, скажем, вопросом миграции, это довольно сейчас такие сильные такие игроки, они говорят, а почему там нет ни слова о миграции? И вот разработали там буквально на 2,5 страницы тоже какие-то возможности миграционной политики в Казахстане, потому что у нас нету таковой, да, такого стратегического документа. И вот они сейчас уже 2 июля, по-моему, будет заседание вот как раз НСУР, да, Совета, они хотят туда внести. А НСУР это как указом президента, да, было, постановлением правительства вот это ПУР, да, программа по устойчивому развитию, которая потом на парламенте была рассмотрена. То есть вот нужно тогда и в действующие уже вносить на основании там этих экспертиз. У нас тоже был опыт и практика, мы в закон о госслужбе вносили вот именно такие гендерные поправки, да, вот, закон о репродуктивных правах и так далее. То есть возможность вносить действующее законодательство, она есть. Просто нужно, так сказать, но иногда просто не хватает уже на это энергии и сил. Но мы молчим про учебники. На гендерных этих проверках. Ну, наши коллеги вот проводили, да, там, в каком-то году, Володя, Родиноведение, что помните, Зуля, да? Как мама мыла раму, папа лежал на диване. Нет, ну мы сейчас пытаемся, сейчас бы стандарты принять в этом смысле. Да? Ну, это, давайте эту дискуссию просто Лариса Юрьевна будет, и у нас отдельный этот. Вы правильно говорите, мы просто про учебники, учебные пособия, это отдельная как бы дискуссия. Так, есть общие принципы, вне зависимости от видов специализированных экспертиз, спасибо, есть общие принципы, да, законности, компетентности, обоснованности, там, независимости, гласности, недопустимости конфликта интересов, которые, так сказать, применяются, на которых основан любой тип, любой вид экспертизы. Ну, что касается этапов, да, так сказать, считается, вот, вы можете даже в интернете найти, есть такое руководство, которое тоже при поддержке ПРО издано по проведению специализированных видов экспертиз. Считается, что на первом этапе, так сказать, мы должны установить, какие права затрагиваются, какие наши права затрагиваются данным законопроектом, да? Вот, из перечня прав и свобод, там, может быть, это право на образование, право на информацию и так далее. Далее мы анализируем законодательство, все законодательство, которое есть в этой области, да? Налоговое или там, ну, скажем, если это образование, оно тоже, да? Может быть, мы смотрим налогообложение там, образовательных учреждений и так далее, существующих там подзаконных актов и так далее. И должны посмотреть, насколько этот проект соответствует стандартам, которые установлены и самой нашей Конституции, стандартам, которые установлены международными нормами и правилами. Но я хочу сказать, вот, несмотря на то, что мы сказали, первый этап, мы должны посмотреть, какой круг прав, да, мы рассматриваем, да, вот, какие наши права и свободы затрагиваются. Я хочу сказать о нулевом этапе, как бы, да, он там не изложен в этом руководстве, но все-таки приобретение как бы чувствительности к этому вопросу. То есть если мы не знакомы с теорией, так сказать, прав и свобод человека, да, если мы не знакомы с теорией гендерного равенства, если мы не знакомы, так сказать, с теорией, что есть коррупция и как можно ей противодействовать, да, или какие-то базовые экологические знания, то нам будет очень сложно. И, как я уже говорила, да, есть нормы, но зачастую они у нас, реализация их затрудняется тем, что у нас есть в обществе социокультурные нормы, да, стереотипы, которыми зачастую мы руководствуемся, да? Вот. И вот эти, которые зачастую мы можем рассматривать как препятствия.
Это культурные, там, институциональные, экономические, политические, там, религиозные и другие какие-то нормы существующие, да? Кроме права, кроме юридических норм, есть и другие нормы в обществе, да, социальные. Вот зачастую они могут, так сказать, препятствовать реализации закона. Но есть международный опыт по смягчению этих препятствий, да, или по преодолению этих препятствий. Ну, например, такой пример, скажем, сейчас для нас тоже, вот, в частности, по-моему, АБР, да, инвестиционную, уже вторую фазу инвестиционную матрицу делает, да, для нас. И там один из разделов торговли. Да, ну, для нас тоже это актуально в связи с вступлением в таможенный союз. Да. Вот. И в ряде стран, вот, допустим, мы говорим, ну вот как мы можем, например, женщин вовлечь, да, в торговлю. Говорят, ну, допустим, очень у нас сейчас ну, как бы в связи с исламизацией общества женщины как бы не будут в таких публичных местах там, торговли заниматься и так далее. Ну, например, по-моему, малазийские, какие еще в той страны. Индонезия, да, извиняюсь, Индонезия, да, вот опыт Индонезии. Там специально как бы такие сегрегированные места для женщин, которые вот торгуют, да. Вот. И маркетинговые цепочки тоже, вот они, допустим, говорят, мы предпочитаем там, с мужчинами, да, а с женщинами, вот их обучают этому и так далее. То есть есть этот опыт, да, преодоления вот всяких таких препятствий. И как мы сказали, как мы устанавливаем круг прав, которые затрагиваются проектом закона? Мы смотрим международные нормы и законы Кыргызской Республики, какой перечень для нас определяет прав и свобод, да? Какие Кыргызстан на себя, в свою очередь, взял обязательства. Причем национальным законодательством мы не можем, как я уже говорила, сокращать, да, перечень прав и свобод. Мы можем их увеличивать, но не сокращать. Очень важно посмотреть, да, проанализировать как бы сопутствующее законодательство, которое имеется вот в том или ином, в той или иной отрасли. То есть мы должны ознакомиться вообще с концепцией законопроекта, да, проанализировать нормы, которые есть не только в международных договорах, но и так называемых актах международного мягкого права. Ну, по тем актам, по которым Кыргызстан не отчитывается, но все равно они для нас обязательны. Ну, например, есть такая резолюция Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир и безопасность», которая говорит, что в условиях конфликтов там, девочки, женщины подвержены большему там, насилию, да, поэтому нужно этому уделять внимание. И у нас тоже есть стандарты защиты тех или иных прав, да, по законодательству Кыргызской Республики. Они есть и в Конституции, и в иных нормативных правовых актах. В этой связи важно как бы, ну, очень ориентироваться, да, в тех нормах, которые у нас существуют. Сравнить, да, насколько наши собственные стандарты, да, наши национальные соответствуют международному праву. Вот. Каков стандарт защиты того или иного права у нас в Кыргызстане? На следующем этапе, когда мы уже оцениваем положение проекта на соответствующих действующему стандарту, мы должны посмотреть, да, цель законопроекта, да, сама идея законопроекта, насколько она соответствует имеющимся стандартам. Вот. Это могут быть стандарты защиты прав и свобод самого человека, да, или пределов для самого государства. Да? Вот то, что касается, например, антикоррупционной экспертизы, важно смотреть, насколько государство, так сказать, ну, вмешивается, да? Например, в пределы прав и свобод человека в том числе. Мы смотрим, вот, особенно, как я уже сказала, для тоже антикоррупционной, очень важно, для правозащитной, насколько компетенция существующих госорганов соответствует, да, делегированным полномочиям. И насколько мы действительно расписали процедуры как реализации, так и защиты соответствующего права. Вот. Какие есть ограничения, установленные данным законом, допустимы они или нет, да? Вот с точки зрения, опять-таки, например, прав и свобод человека. Ну и выводы рекомендаций, они могут быть, опять-таки, либо законопроект или действующий закон отвечает, да, этим стандартам,
либо не отвечают. Ну, соответственно, эксперт может в аналитической части, в рекомендациях пошагово, конкретно в каждой норме закона предложить там изменения или дополнения. Вот в последнее время очень часто говорят и обсуждают такой вид, ну, который у нас еще не институционализирован, как гуманитарная экспертиза. То есть она ориентирована на выявление нарушения баланса социальной безопасности и свободы. То есть социальная безопасность, она связана как бы с реализацией разного уровня инфраструктур, да? Ну, личности. То есть это здоровье, скажем, сохранение идентичности, да? У нас различные виды идентичности, культуры и так далее. И абсолютный критерий вот этой гуманитарной экспертизы – это обеспечение возможности самоопределения, да? То есть свободного, ответственного выбора. И вот как раз этот вид экспертиз, гуманитарной экспертизы, он используется сейчас, ну, и в европейских странах, в Америке, для экспертизы именно в сфере образования. Да, и стандартов, там, и образовательных программ, и учебников, и так далее. И, можно сказать, главный нерв гуманитарной экспертизы, то есть соотношение социально-культурного, да, нормативно-ценностного и личностного уровня, да, насколько, так сказать, социальные, да, то есть мы рассматриваем как индивидуум, да, и как общество, насколько социальное влияет на психическое, психологическое, да, состояние личности, насколько наоборот это состояние может изменять социальную среду, да, культурную среду общества. И это, так сказать, ну, новый вид экспертизы, я как раз вот в связи как раз с темой тренинга вот привожу как пример. И, кстати, есть в различного рода монографиях, пособиях, я уже видела, есть даже положение о гуманитарной экспертизе. То есть тоже какой-то уже алгоритм выработан. В принципе, он может быть положен на основу существующего алгоритма вот этих 5 видов экспертиз и может быть разработан отдельно. Но, на мой взгляд, если мы, так сказать, придерживаемся как раз вот этой идеологии, что есть человек со всеми его, так сказать, потрохами, да, правами, свободами, все остальное выстраивается вокруг него, то этот вид экспертиз, наверное, тоже очень важен. Если он у нас будет применяться и использоваться, то будет очень неплохо.